Афон всегда привлекал туристов со всего мира. В курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Количество желающих попасть в таинственный и прекрасный мир подземного царства немало. У кассы скапливаются очереди, все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в неизведанную карстовую полость. Я первый раз в Абхазии. И в пещере тоже первый раз. Мы третий день, получается, гостим только здесь. А почему решили посетить пещеру вообще? Наверное, потому что это одна из главных достопримечательностей, которая предлагается вообще в Новом Афоне. И просто интересно вниз спуститься, посмотреть, как все там выглядит. Какие ожидания вы вообще в интернете читали, смотрели что-то? Я лично читала не очень много для того, чтобы своими глазами все увидеть, чтобы не строить, наоборот, ожиданий, а удивиться, надеюсь, красотой. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Конечно же, вся красота и величественность пещеры не может оставить равнодушным никого. Нет, мы здесь не первый раз, но на самом деле всякий раз, когда приезжаешь, она воспринимается по-разному. И музыка, конечно, добавляет такое некоторое волшебство, загадочность, поэтому, конечно, все очень впечатляет. Даже группа, на самом деле, не мешает вот это волшебное восприятие пещеры. Очень нравится, потрясающе, что можно посмотреть своими глазами, что-то где-то чуть-чуть потрогать, прикоснуться, что-то где-то капнет. В общем, захватывает дух и просто без слов. Да, первый раз, и в пещерах, в принципе, первый раз. Так впечатляют объемы, конечно, масштабы. Очень интересно. Надеюсь, что дальше будет еще интересно. А сама экскурсия как там? Я думаю, что, наверное, всегда выводами нужно делиться по окончании, пока только началась, но все очень интересно. Гид очень хорошо все рассказывает. Уникальная по своей природе Новоафонская пещера принимает и радует туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хотя бы раз, хочется возвращаться вновь и вновь. Я здесь уже был, наверное, лет 5 назад. Все нравится, очень интересно, красиво, особенно вместе с этим хором, получается, какие-то нереальные впечатления. Впечатляет. Вообще масштаб вот этого всего, конечно, то, что природа создает, такое редко где увидишь, вообще очень красиво. Вы первый раз посещаете эту пещеру? Пещеру, да. Масштабы. А в конце медузы это я не знаю. Вы первый раз вообще? Да, первый раз. Спасибо вам большое. Стоит отметить, что посещаемость Новоафонской пещеры снизилась по сравнению с прошлым годом. Если говорить о статистике, то на 8 августа пещеру посетили 213 338 человек, а в прошлом году было больше. На сегодняшний день, в сравнении с прошлым годом, у нас идет отставание на 11 тысяч человек. Я не могу констатировать, чем это обусловлено. Может, это из-за погоды, может, из-за экономического состояния даже тех же туристов российских. Нам это не подвластна, эта цифра. Народ приезжает к нам, привозят турфирмы, мы обслуживаем. Такая картина сегодняшний день. У нас отставание было и в прошлом году, в некоторое время, но потом мы выровняли это отставание. Я думаю, что если осень будет нормальной, в целом год будет, показатели может даже будут больше, чем в прошлом году. Это дело времени. В пещере на сегодняшний день работают 6 залов. Экскурсия длится 1:30. Одновременно в пещере могут находиться 4-5 групп при условии, что первая группа выезжает обратно. Это около 3000 человек. Одна группа состоит из 100 человек, и на них рассчитано 3 экскурсовода. Летом мы работаем ежедневно, где-то с конца мая, даже с начала июня начинаем ежедневно работать. И работаем где-то до сентября. Зависит тоже от потока, если люди мы будем ежедневно работать. А зимний график, он 4-дневный, среда, четверг, суббота, воскресенье. И помимо этого зимой мы акцентируем внимание на праздники. Когда праздники, мы работаем
ежедневно, невзирая на график. Первый рейс отправляется в 9 утра, последний в 7:30 вечера. С мая прошлого года цена на билет повысилась и на сегодняшний день составляет 700 рублей с человека. У нас взрослый билет начинается с 8 лет для российских туристов. Ну и 200 рублей льготный билет – это для студентов, учащихся, военнослужащих. Это нашего региона только, это не касается российского туриста. Облицовка здания, новые перила и многое другое было сделано в Новоафонской пещере. Меняли подсветку здания, сделали. Чуть ранее мы делали входную зону, там какие-то удобства создали. Ну, облагораживаем. Ну, сейчас готовимся к такому крупному ремонту. Это как железная дорога. Ну, для нас он крупный. Для кого-то это 1000 километров, это вообще ничего не значит. Но для нас он тяжелый и, скажу так, у нас нет времени, чтобы его делать. Расположившаяся под склоном Иверской горы пещера погружает в подземный мир и открывает подземные дворцы Нового Афона. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.